Курбежекова Альбина Васильевна. Я из потомственной, так сказать, не знаю, сказать продолжатель полностью, имею право или нет ли, но Петра Васильевича Курбежекова, Анна Васильевна писала, от Анны Васильевны записали эпические произведения. Исполнять на читхане нельзя женщинам, да я и плохо играю на читхане, но, видимо, больше никого, не на кого было возложить вот это. И прежде чем начать писать вот эту вот семинары, я не понимала, но я начала болеть, спать по ночам не могла. Потом вот я вижу вот здесь вот алтарь, да, на таком коне. И я видела на огромной высокой сопке стоял богатырь на белоснежном коне с белыми такими огромными крыльями белоснежной. И грива была золотая, а копыта были серебряные. И вот алтын желлекты, күмүстуйгакты, хардангах агоет ханаты. Ну вот это я описываю на хакасском языке. Очень красивый язык эпоса. Жаль, что в наших школах сейчас дети просто не понимают эпического языка. И я вот семинар написала. У меня в голове еще есть одна, то есть у меня в голове два произведения. Одно уже я начала писать, очень интересное название, то скемелик, то скилик, то стахаях пюрик, то лаяры. Все, то стан. Ну, в общем, то скемезине семинары прите кизинин ханан ахспан Алтон аргалыше тон сумелик. То есть девушка сама лично никого никогда, богатырка, никого никогда не убивала. А вот то лояры рождается та очень быстрая и та очень решительная. Здесь она имела волшебную силу, она превращаться могла в разные, в общем, в разные виды там и животных, и во что угодно. И могла, что в сознании у других богатырей, могла выведать и выудить. Ну, в общем, я хочу, вот эти долго не буду вас томить. Мне только очень сейчас, вот, я думаю, наши ученые, Валентина Евгеньевна, это всю жизнь, видимо, мечтала. Просто в советское время эпос воспринимали как такую просто сказочку. Это совсем не сказка, эпос, живая субстанция. Вот я хочу доказать, когда-нибудь и докажем, да уже доказывается, потому что он существует параллельно нашему миру. Вот эти вот хайджи, которые имели личных эпических духов, они видели. И вот я видела, ну что ли, то ли во сне, то ли как. Мне это вот как Петру Васильевичу не дано. Он знал более 100 эпических поэм, и он их видел во сне. Я хочу, вот мою книгу оформил Алексей Топоев, я хочу нашим художникам подарить мои книги Виталию Николаевичу Козласову и Георгию Николаевичу Сагалакову, я хочу их подарить. Возможно, очень интересно, я даже теперь сама удивляюсь, что я написала вот это. Но это сам не придумаешь, это приходит. Но, думаю, из этой книги они могут даже другие рисунки сделать, потому что на одном дыхании я была после операции на позвоночнике, мне нельзя было сидеть, стоя писать я не могла, писала лежа. В общем, я начинала, когда писать семинары, муж мой изрубил мою общую тетрадь с началом. И вот так получилось, что я слегла, мне пришлось делать операцию, это он изрубил. Не тетрадь изрубил, он мой позвоночник изрубил. Вот так получилось, что обращаться с эпосом так нельзя. И вот мне позвоночник, когда прооперировали, я лежа писала с сентября по декабрь записала вот это, потому что медлить было нельзя, если я не пишу, я не могла ни спать, ничего не есть, меня трясло. Когда я выполню план, который давался сверху, тогда я чувствовала себя хорошо, и дальше все шло правильно. Если я неправильно от себя начинала писать, то у меня ничего в голове, все, я не знала, что дальше писать. А когда попадала туда, куда надо, и у меня, как вот сейчас модно говорить, бабочки такие, вот все вот такое состояние, я знала, о чем писать. Ну вот я хочу нашим художникам пожелать вдохновения.
вот как говорят музыканты, великие и не очень великие всякие, они ведь откуда им приходят также писатели, также художники, видят, слышат то, что простые люди не видят, не слышат. И в этом я желаю преуспеть им, желаю здоровья, желаю вдохновения, счастья в личной жизни и всего самого наилучшего. И чтобы наши художники, так же как наши писатели и композиторы, жили в достатке, могли свободно творить.